25 декабря основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочим визитом посетил город Санкт-Петербург Российской Федерации для участия в неформальной встрече лидеров государств-участников СНГ. В международном аэропорту Пулково президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, встретили официальные лица Российской Федерации. 26 декабря основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, вместе с лидерами государств-участников СНГ посетил исторические места Санкт-Петербурга, в том числе Государственный музей-заповедник Павловск, Екатеринский дворец, музей-заповедник, Королевский дворец и Большой Петерговский дворец, Государственный музей-заповедник Петергоф. Во дворе музея-заповедника Павловск главу государства встретил президент Российской Федерации, уважаемый Владимир Путин. Лидерам государств-участников СНГ была представлена подробная информация об истории музеев-заповедников, их архитектурном искусстве и была представлена культурная программа. 26 декабря глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, также принял участие в неформальной встрече лидеров государств-участников СНГ. В ходе встречи, которая проходила в городе Санкт-Петербург Российской Федерации, главы государств и правительств обсудили нынешнее состояние и перспективы взаимодействия в формате СНГ. В этом контексте в качестве актуальной задачи были обозначены вопросы укрепления политического диалога в рамках Содружества, а также дальнейшего развития сотрудничества между государствами-участниками торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях и в сфере безопасности. Наряду с этим состоялся обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов регионального и международного значения. С 26 по 29 декабря текущего года в выставочном комплексе «Манеж» города Душанбе пройдет национальная выставка товаров и продукции Исламской Республики Иран. Цель выставки – представить научно-технические достижения и продукцию более 50 иранских компаний в сферах энергетики, строительства, легкой промышленности, сельского хозяйства, пищевой промышленности, фармацевтики и других сферах. Таджикские бизнесмены имеют возможность найти новых деловых партнеров среди представителей иранских компаний. При этом жители и гости столицы могут приобрести необходимые товары и продукцию иранских производителей по доступной цене. На выставке крупные и престижные компании Ирана представляют свои товары и продукцию в современном дизайне. По словам организаторов, целью выставки также является презентация товаров и продукции Исламской Республики Иран, внедрение новых технологий, привлечение капитала и создание совместных предприятий. При поддержке отдела образования исполнительного органа государственной власти района Шох-Мансур города Душанбе состоялась церемония награждения победителей второго тура предметной олимпиады для учащихся общеобразовательных учреждений данного района. На этом мероприятии приняли участие победители второго тура предметной олимпиады, а также олимпиады по спеллинг-би и шахматам, а также преподаватели и родители учащихся победителей. В текущем году учащиеся многих школ района были признаны победителями и призерами международных олимпиад, а также завоевали 134 почетных мест на городских и 165 почетных мест на республиканских предметных олимпиадах, 54 почетных места на международной олимпиады ИМАС-2023 по математике и 64 почетных места на международной олимпиаде по математике «Кенгуру». Команда олимпийцев района Шох-Мансур вошла в пятерку лучших районов, активных в олимпийском движении республики в текущем году. Вызывает также удовлетворение постоянная поддержка правительства республики в сфере образования страны, особенно в рамках реализации проектов строительства и оснащения школ, где созданы новые современные образовательные учреждения, которые активно способствуют совершенствованию общего образования, ее адаптации к современным требованиям системы образования и повышению качества. В текущие дни по всей стране проходит кампания по высадке саженцев и деревьев. И по мнению ученых и специалистов в области сельского хозяйства, этот период очень благоприятен для посадки декоративных, вечно зеленых и плодоносящихся деревьев. По словам специалистов, посевная в Таджикистане включает 3 этапа – осенне-зимний, зимний и зимний-весенний. Как заявили ученые, прежде чем посадить саженцев, он должен соответствовать стандарту, то есть иметь высоту более 1 метра.
Было также отмечено, что при посадке следует уделять больше внимания его корням. Садоводы могут выбрать саженцы, соответствующие стандартным требованиям, свободные от вредителей и болезней. Специалисты также утверждают, что главными правилами, которые необходимо соблюдать при посадке, является правильный выбор видов растений, почвы и минеральных удобрений. Каждый саженец специфичен для конкретного региона, поэтому при выборе саженцев необходимо учитывать данный регион. При выкапывании ямы не менее 50-60 сантиметров почву следует разделить на 3 части – верхнюю, среднюю и нижнюю, а после посадки следует сначала уложить почву в верхней части, затем среднюю и, наконец, почву нижней части. Также в почву следует внести 50-60 граммов минеральных удобрений, чтобы они были полезны для развития растения. Ученые-агрономы придерживаются мнения, что для хорошего роста растению можно давать местные минеральные удобрения. Еще один способ получить хороший урожай – заморозить грядку в декабре и январе, потому что это действие, по мнению специалистов, не дает растению оцепенеть и защищает его от ранних весенних заморозков. Премьера фильма «Мелодия» режиссера Бехруза Сапти Расул из Ирана состоялась в кинотеатре Кохи-Навруз города Душанбе в присутствии таджикских актеров театра и кино, специалистов этой области и любителей документального кино. Это совместный таджикско-иранский детективный драматический фильм текущего года, сценарист, режиссер и продюсер которого является Бехруз Сапти Расул, где в главных ролях сыграли актеры Таджикистана и Ирана. Фильм рассказывает об учительнице музыки «Мелодии», которая хочет создать душевную песню для больных онкологией детей, используя звуки пения 30 птиц. Главный герой фильма обучает музыке 30 детей в детском онкологическом центре «Мелодия» и хочет создать музыкальное произведение, используя звуки пения 30 разных птиц. Вроде бы простая задача, но достичь цели сложно, так как они находят только 20 птиц, и у них в продолжении возникают проблемы. Мелодия вместе с Мангу, немой домработницы, отправляется на поиски старика, который знает, где добыть остальных недостающих птиц. Главная цель – найти 30 птиц, записать их пение и создать новую музыку. В этом фильме освещаются мистические и философские аспекты, тайны жизни и природы, его сущность, особенно птиц. Обучив людей, и наблюдение всех этих различий приводит зрителя к красочному и интересному воображению. Фильм был выбран лучшим международным художественным фильмом на 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Фильм «Мелодия» также был одобрен для участия на 54-м международном кинофестивале Индии и впервые пройдет международный показ в разделе «Мировое кино».